Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Торговля детьми в Афганистане. Маленьких рабов насилуют, бьют и заставляют работать. Из некоторых готовят смертников. Исповедь мальчика, проданного в рабство своими родителями. Мои родители продали меня боевикам Талибана за 700 тысяч афгани. Это примерно 10 тысяч долларов. В Таджикистане денежные переводы из России будут выдавать только в национальной валюте сомони. Разница между официальным курсом и курсом черного рынка более чем существенна. Следующим может стать доллар. Если в сомони будут выдавать денежные переводы, я попрошу, чтобы мне не посылали деньги. Пусть через знакомых передают. Одному из самых популярных советских детских фильмов «Волшебная лампа Аладдина» исполняется 50 лет. Гениальная сказка не теряет своей актуальности и по сей день. Почему нас не восхваляют? О, несравненный султан! Америка и Россия договорились о полном прекращении огня в Сирии уже на следующей неделе. Перемирие касается всех, кроме ИГИЛ, по которому удары будут только усиливаться. Кыргызский пенсионер научился выращивать розы на высокогорных ледниках. Стать селекционером он решил, чтобы не сидеть без дела на пенсии. Я с детства привык работать. Афганских детей продают в рабство их собственные родители, которым не на что жить. Деньги они практически никогда не получают, а их сыновья превращаются в настоящих рабов. Их бьют, насилуют и даже отправляют на смерть с поясами шахидов. Исповедь 11-летнего мальчика, проданного талибам его отцом и матерью. В репортаже наших коллег. Ночь – главный автовокзал Кабула. Считается, что именно отсюда, под покровом темноты, торговцы людьми вывозят детей из афганской столицы. Некоторых детей продают собственные родители, живущие за чертой бедности. Мои родители продали меня боевикам Талибана за 700 тысяч афгани. Это примерно 10 тысяч долларов. Там из меня хотели сделать смертника. Яхии 11 лет. Он попросил нас не показывать его лица. Вместо того, чтобы исполнить свою смертоносную миссию, он сдался афганской службе безопасности. Мне дали пояс смертника, но я его не надевал. Они сказали, что я попаду в рай. Я у них спросил, где находится рай. Это вы должны туда отправиться. Они сказали, что только дети, совершившие самоубийство, смогут попасть в рай. И они продолжали вести джихад на земле. На улицах Кабула торговцы людьми высматривают детей, начиная с 6-летнего возраста. Притворяясь бизнесменами, они идут к родителям и предлагают им ежемесячные выплаты взамен на то, что их ребенок отправится работать за границу. Семьи почти никогда не получают денег, которые им были обещаны. Торговцы их попросту обманывают. Вероятно, что дети подвергаются насилию, возможно, сексуальному тоже. Хейтулла говорит, что это сродни рабству. Он смог вырваться из этого плена только когда его случайно арестовали за границей по подозрению в нелегальной миграции. Я провел в Саудовской Аравии примерно 9 месяцев. Меня били, пытали и насиловали. Эти 9 месяцев тянулись как 90 лет, но я был вынужден работать. Через афганскую границу идут сотни тайных дорог, по которым детей вывозят из страны. Пока в правительстве зарегистрированы 170 случаев похищений в 2015 году. Но их число может быть намного выше. Торговцев людьми начали сажать в тюрьму лишь 5 лет назад. Раньше торговля людьми даже не считалась преступной, но благодаря усилиям комиссии теперь это преступление. Сейчас Яхия находится под государственной опекой, но он все еще несет тяжелую ношу. Как я могу не быть убитым горем? Мои родители продали меня и хотели, чтобы я умер. Что они от этого получили? Я могу лишь надеяться, что однажды весь мир будет мною доволен. Когда Яхия подрастет, он надеется отправиться совсем в другое путешествие, в Турцию, чтобы учиться в университете. Александр Орлов, Рэй Фурлонг, «Настоящее время. Азия». Жители Таджикистана теперь будут получать переводы только в национальной валюте. Такое решение принял Нацбанк Республики для поддержания сомони. Речь идет пока только о выдаче рублевых переводов. Разница между неофициальным и банковским курсами, а эта сумма может достигать десятков миллионов долларов, будет оставаться в банках, что, по мнению экспертов, не только обогатит государство, но и повлияет на развитие черного валютного рынка. Наш корреспондент Анушервон Арипов о последних нововведениях таджикских финансовых властей. Если в сомони будут выдавать денежные переводы, я попрошу, чтобы мне не посылали деньги. Пусть через знакомых передают.
Ахмаджон Рахимбеков недоволен тем, что деньги, которые высылают ему сыновья из России в рублях, на родине ему выдают в национальной валюте. Мужчина посчитал, что он теряет в среднем около 3-5% из-за разницы между неофициальным и банковским курсом. Сумма для сельского жителя довольно значительная. В прошлый раз 10 тысяч рублей послали. Я потерял 60 сомони, $8. Сегодня опять 10 тысяч. В общем, 120 сомони, $16. К тому же, по словам Ахмаджона, весной он планирует послать на лечение в Россию свою супругу, и ему придется покупать рубли. То есть он опять потеряет на обмене валюты. Когда они не имеют возможности получить переведенные денежные средства в рублях, то в зависимости от соотношения разницы официальной и неофициальной, которые существуют в Таджикистане, теряют. И кроме того, если они хотят использовать в дальнейшем в своих бизнес-проектах, вынуждены эти средства опять-таки менять на иностранную валюту, что второй раз теряют в процентном соотношении. По подсчетам журналистов информационного агентства «Азия Плюс», жители страны за год могут не досчитаться при получении переводов более 50 миллионов американских долларов, которые осядут в банках. С такими цифрами чиновники не согласны. Они говорят о 5 миллионах, однако признают, что потери все же будут. Для того, чтобы защищать национальную валюту, необходимо, прежде всего, несколько раз мы об этом говорили, реабилитировать производство и модернизировать его с тем, чтобы реальный сектор экономики заработал. Главное финансовое учреждение страны ввело предписание о выдаче рублевых переводов в сомони, якобы с целью поддержки национальной денежной единицы, укрепления ее курса и борьбы с черным рынком валют. Хотя, считают эксперты, такие меры ни к чему хорошему не приведут. Таджикистанцы будут искать другие возможности передать деньги, а черный рынок только вырастет. Он-то и появился, по словам специалистов, только после закрытия всех обменных пунктов. Об ошибочности этого решения говорит то, что в ближайшее время будут открыты дополнительные точки обмена. Сегодняшнее предписание касается только российского рубля. На другие валюты оно не распространяется. Но эксперты утверждают, что в сегодняшних условиях можно ожидать чего угодно. И, возможно, такое ограничение коснется доллара и евро. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Государственное телевидение Узбекистана вещает только внутри страны. Таким образом, власти республики пытаются избежать использования фрагментов телепередач внешними критиками режима Ислама Каримова. Нашим коллегам из узбекской службы «Радио Свобода» Озодлик удалось записать один день эфира национального телеканала, и он почти полностью был посвящен жизни и деятельности президента страны. Здравствуйте, уважаемый Ислам Абдуганиевич! Уважаемый Ислам Абдуганиевич, вы несете справедливость везде и во все сферы жизни нашего народа. Вы целитель недугов народа. Я один из миллионов молодых узбеков, воспитанных вами. Вы превратили нашу страну в страну справедливости. Недавно в полуфинале Кубка мира, прошедшего в России, я нокаутировал соперника из Таджикистана, а в финале... Эта прекрасная молодежь выросла благодаря вашей настоящей, правильной и нацеленной на благо народа политике. А в финале, Ислам Абдуганиевич, я сбил с ног соперника из России на его же ринге. Это благодаря условиям, которые вы создали. Пока мы живы, мы всегда готовы быть как вы и отдать нашу жизнь за Родину и за вас.
Собственно, практически такими же эпитетами осыпают и других президентов центральноазиатских республик. К примеру, глава Таджикистана Эмомали Рахмон в Конституции страны официально назван основателем мира. Все жители республики должны обращаться к нему «Ваше превосходительство». А президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова величают не иначе, как «Великая опора». Лидер нации, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на недавнем съезде провластной партии Нур-Отан получил не меньшую порцию лестных обращений. Когда во главе нации стоит особый человек, я верю в завтрашний день народа. Вы деятель, который воспитывает и оберегает всех нас, как цыплят. Вы дар, ниспосланный нам Аллахом. Можно было бы назвать каждый населенный пункт вашим именем, потому что именно вы вдохнули в них новую жизнь и влили им новую кровь. Никогда прежде у казахов не было такого счастья, такого великого времени. Если представить на борцовском ковре одного бойца, то настоящий герой мировой политики — это вы. Да здравствует Казахстан, у которого есть такой мудрец, как Нурсултан. Да здравствует Казахстан, да здравствует лидер нации. В этом году исполняется 50 лет советской киносказки «Волшебная лампа Аладдина». Как и многие другие фильмы для детей того периода, эта картина была интересна и взрослым зрителям. Советским режиссерам приходилось пользоваться аллегориями, благодаря чему эти фильмы не теряют своей актуальности и по сей день. Почему нас не восхваляют? О, несравненный султан, затмевающий блеском солнца, и все светила, и всех владык мира. Мои дорогие, это нам нравится. Хорошо. «Волшебная лампа Аладдина» стала культовым фильмом сразу же после своего выхода в 1966 году. Его навсегда полюбили несколько поколений советских детей и взрослых. А некоторые фразы из этой картины стали, как сейчас принято говорить, мемами. Одна из самых известных, которую часто произносили в Советском Союзе со скрытым ироничным подтекстом, это фраза «В Багдаде все спокойно». В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. Далее в программе. Америка и Россия договорились о полном прекращении огня в Сирии уже на следующей неделе. Перемирие касается всех, кроме ИГИЛ, по которому удары будут только усиливаться. Кыргызский пенсионер научился выращивать розы на высокогорных ледниках. Стать селекционером он решил, чтобы не сидеть без дела на пенсии. С детства привык работать. Америка и Россия достигли принципиального соглашения по Сирии в немецком Мюнхене. Всего в переговорах участвовало 17 государств, представителей ООН, Евросоюза и Лиги арабских стран. Главным результатом стало решение о прекращении огня уже со следующей недели. Накануне Россия предлагала свой план, согласно которому противоборствующие стороны в Сирии должны были прекратить огонь с 1 марта. Но Америка настаивала на немедленной остановке боевых действий. Возможно, что российская авиация прекратит свои авиаудары в Сирии уже в ближайшие часы. Вот что сказали главы внешнеполитических ведомств России и США. Это очень амбициозный срок, но все участники хотят достигнуть мира как можно скорее. Прекращение боевых действий относится ко всем группировкам, кроме Исламского государства и фронта Ан-Нусра. Мы записали, что переговоры должны возобновиться как можно скорее в строгом соответствии с резолюцией 2254, то есть без каких-либо ультиматумов, без каких-либо предварительных условий. И переговоры должны включать в себя широкий спектр оппозиционных сил. В преддверии прекращения огня боевые действия в Сирии только усилились. Хотя и правительство этой страны, и воюющие с ним повстанцы из разных группировок заявляют о своей готовности присоединиться к перемирию. Повстанцы предваряют свое согласие требованием остановить наступление войск Асада и российской бомбардировки. И это действительно теперь может произойти. Единственным исключением соглашения стало так называемое «Исламское государство», боевые действия против которого участники переговоров в Мюнхене договорились только усилить. Тем временем Россия продолжает крупномасштабные военные учения, центр которых сейчас переместился в Крым. Именно там происходит демонстрация всей имеющейся мощи российских вооруженных сил. В
крымских маневрах принимают участие тысячи солдат, несколько сотен боевых самолетов, сотни танков и весь Черноморский флот. Как считают международные эксперты, учения должны произвести впечатление на Турцию, власти которой все последние дни заявляли о своей готовности вторгнуться на территорию Сирии и создать там зоны безопасности для этнических турок, туркоманов. Военную активность в Черном море проявляет и НАТО. Группа кораблей Альянса вошла в территориальные воды Грузии и будет оставаться там вплоть до окончания российских учений. С подробностями наш корреспондент в Грузии Зураб Двали. Военных моряков из Турции, Румынии, Испании и Болгарии представители властей Аджарии встретили как дорогих гостей чашей доброго грузинского вина. Многие из них не первый раз в Грузии. Совместные учения в рамках натовской программы «Партнерство во имя мира» осуществляются уже третий год. В первую очередь хочу поблагодарить за такой теплый прием. У нас группа из 5 кораблей. В планах отработка взаимодействия по охране Черноморского побережья Грузии совместно с нашими грузинскими коллегами. Будем проводить учения по решению различных задач. Вместе с тем министр обороны Грузии, несмотря на фактический отказ Альянса предоставить Тбилиси членство в своих рядах, продолжает переговоры с каждой сомневающейся стороной по отдельности. В Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО-Грузия. На встрече говорилось и о важности сотрудничества Тбилиси в контексте стремления Альянса усилить свой потенциал на Черном море. Конечно же, НАТО нужны партнеры для укрепления обороноспособности на Черном море. И тут эксклюзивным партнером не может быть только Турция. Поэтому мы так же, как и все другие черноморские государства, активно подключены к этому вопросу. И последнее. Специально для руководства учениями в Грузии в субботу в Батумский порт прибудет корабль начальника Объединенного штаба военно-морских сил НАТО вице-адмирала Джорджио Лацио. Зураб Двали специально для настоящего времени Тбилиси. 88-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, которая состоится 28 февраля в Лос-Анджелесе, не обойдется без российских участников. В номинации «Лучший художественный фильм» представлен «Шпионский мост» Стивена Спилберга, в котором одну из главных ролей сыграл россиянин Михаил Горевой. О том, как родная страна отнеслась к тому, что он снимается у американцев, почему «Шпионский мост» — это русское патриотическое кино и каково это сниматься у Спилберга, Горевой рассказал в интервью нашей программе. Я думал, что у этих демонов, которые там в Думе сидят, которые принимают законы, вот эти вот дикие, да, у них хватит мозгов обвинить меня в предательстве Родины. Я даже думал о том, что, черт возьми, меня вот сейчас того и гляди, эти придурки обвинят в том, что я снялся у американцев. Да плевать, что на них, мне, кто они такие вообще? От них не останется даже, вот от этих крикунов не останется даже воспоминаний. История и вообще жизнь. Бог не фраер, ребята. Из Латвии пришло известие о создании лекарства против рака. Подобные сенсационные заявления появляются с завидной регулярностью и мгновенно распространяются мировыми СМИ. Однако в большинстве случаев выясняется, что за ними ничего не стоит, либо эти лекарства не так эффективны. Наш коллега из Риги, Евгений Эрлих, побывал в Латвийском институте органического синтеза и узнал, что же изобрели ученые на этот раз. Принято считать, что фундаментальная наука в постсоветской Латвии умерла. Ученые разъехались, молодежь нацелена на Запад. Но этот институт – редчайшее исключение. Как работал в полном объеме, так и работает. Наночастицы, липосомы, биосинтез белков, а параллельно фармакология. Не случайно с рижскими учеными сегодня сотрудничают крупнейшие фармацевтические компании мира. Вот это селен – химический элемент 16-й группы, атомный номер 34. Если его правильно синтезировать, то можно получить новое лекарство от рака. Представьте многоквартирный дом. Это молекула. И в одну из квартир мы поселяем селен. Это должна быть правильная квартира, потому что очень важно, где он находится в молекуле. И если мы находим правильную позицию для него, то вся молекула начинает правильно работать так, как мы хотим. Квартирный вопрос для селена доктор химии Павел Арсенян решал на протяжении 20 лет. О целебных свойствах этого вещества известно давно, но селен токсичен, даже в малых дозах. Рижане перебрали сотни вариантов и нашли 2 правильных. Одно соединение тормозит рост опухоли, второе прекращает метастазы. Метастазы – это распространение раковых клеток, перенос очага болезни в другие области. Медики умеют бороться с первичной опухолью, операционно или с помощью химиотерапии, но ни тот, ни другой способ
способ не дают гарантии от метастаза. Химиотерапия при этом серьезно бьет по всему организму. Новый же препарат работает без всяких побочных эффектов. И это, опять громкое слово, прорыв в науке. В Латвии сейчас 80 тысяч онкобольных. И для половины из них новое лекарство – это шанс на жизнь. Примерно половина от них рак мы находим, определяем в поздних стадиях, 3-я, 4-я фаза рака, значит, у них уже есть метастазы. Такое лекарство, которое предостанавливает развитие метастазов, значит, продлевает жизнь пациента. Виталий Скревелс, фармацевт, возглавляет в Латвии Ассоциацию фармакологических предприятий. Он показывает нам новый и единственный в Латвии центр нуклеарной медицины для диагностики рака методом позитронной эмиссионной томографии. И это тоже серьезное достижение для маленькой страны. Но никакая техника не заменит лекарства против метастаза. Новое средство уже опробовали на мышах, причем испытали на самых агрессивных формах рака груди и рака кожи. Почти 100% результат. Очень перспективно. То есть дойдет ли это до препарата, это зависит от множества факторов, в том числе от финансовых, от интересов фармацевтических компаний и так далее. Но на нашем этапе это очень значительный шаг. То есть мы можем дальше двигаться и дальше исследовать. Новое соединение, которое не прошло еще весь цикл опытов, корректно именуют потенциально активным веществом, подразумевая, что у него есть серьезный потенциал, сейчас выразимся патетично, серьезно изменить в мире ситуацию борьбы с раком. 60-летний пенсионер в кыргызской глубинке разводит цветы в суровых условиях высокогорных ледников. Для региона, где живут за счет скотоводства, такой вид бизнеса – экзотика. Неудивительно, что соседа односельчане прозвали чудаком и романтиком. С удивительным фермером встретилась наш корреспондент Джибек Бегалиева. Выращивать зимой розы, да еще и в Нарыне, а здешние холода можно почти сравнить с сибирскими, решиться смог только он. Да, с одной стороны, люблю красоту. Во-вторых, в Нарыне розы нету, на базаре не продают. Сеют в регионе обычно картошку и пшеницу, тут и теплицы-то редкость, а если их строят, то сажают огурцы, реже помидоры. Поэтому фермера соседи считают романтиком. Но это и правда. Цветы жене Калайкул дарит каждый день. Каждый день же, как хочет она, какой цвет. У нас постоянно в комнате цветы разные. Влюбленным скидка, студентам можно вообще задешево отдать. Каждый клиент выбирает розы сам, прямо с грядки. Создавать красоту, говорит бывший бухгалтер, приятно, а еще приятнее ее дарить. Одно удовольствие. Это все свое, мое. Хочу продаю, хочу бросаю, хочу подарю. Это все мои. А те лентяи говорят, у нас работы нет, вот государство нас не обеспечивает, туда-сюда. Кому сейчас рыночная экономика сейчас? Надо работать, надо думать, чем надо заняться. Назвать Калайкула дедушкой язык не поворачивается, хотя на пенсии фермер 10-й год. Из-за суровых условий высокогорья на заслуженный отдых жители Нарына выходят на несколько лет раньше. Некоторые хотят, чтобы на пенсионном возрасте лежать дома, делать нечего, отдыхать. Я на это не привык. Я с детства привык работать. Вот у меня какое... Дай Бог здоровья, сейчас у меня 65 лет. Утром встаю, в 6 часов прохожу сюда, включаю свет. Представьте себе, здесь роза и какой запах. И сижу, включаю радио, телевизор, сижу. Проработав в теплице, Калайкул кормит скотину, а потом вместе с внуком идет к своим любимцам. Кролики в Нарыне тоже редкость. Всем, кто интересуется его бизнесом, Аксакал дает советы. Надеется, что кто-нибудь еще переймет его опыт. Джибек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Нарынская область, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы желаем вам приятных выходных и до встречи на следующей неделе. Всего доброго.